Ну а мы переходим к главной теме сегодняшнего вечера. 12 мая коллегия подконтрольного России Верховного суда Крыма под председательством судьи Аллы Хиневич начала рассмотрение уголовного дела в отношении владельца крымско-татарского телеканала АТР, а также одного из организаторов и активных участников гражданской блокады Крыма в 2015 году Ленура Ислямова. Следственные органы аннексированного Крыма обвиняют Ислямова в создании незаконного вооруженного формирования, подготовке диверсий, а также в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Издание «Крымский процесс» тогда сообщило, что в связи с режимом так называемой повышенной готовности, который действует на территории аннексированного Крыма до конца мая, судебные приставы не пустили слушателей на первое судебное заседание по этому делу. Сам Ленур Ислямов по этому факту в комментарии «Крым Реалии» заявил, что примет участие в судебном процессе только тогда, когда, цитирую, «приеду освобождать Крым и когда будут судить предателей, которые захватили Крым». А сейчас это не суд, а судилище. Конец цитаты Ленура Ислямова. Уголовное дело в отношении Ислямова было возбуждено 22 октября 2015 года подконтрольной России ФСБ Крыма и Севастополя. При этом российские силовики не уточняли, по каким статьям было возбуждено уголовное дело. Сам Ислямов был объявлен в федеральный розыск. Что касается обвинения в создании незаконного вооруженного формирования, то, вероятно, речь идет о вооруженном формировании добровольческий батальон имени Намана Челебиджихана, основателем которого считается Ленур Ислямов. Тут важно будет напомнить, что за последние несколько лет в подконтрольных России крымских судах было вынесено 3 обвинительных решения в отношении крымских татар, которых признали виновными в том, что они являлись членами добровольческого батальона имени Намана Челебиджихана. Так, в январе 2019 года Ленинский районный суд Крыма приговорил к 10,5 годам колонии крымского татарина Февзи Саганджи. В июле 2019 года Кировский районный суд Крыма приговорил крымского татарина Эдема Кадырова к 4 годам тюрьмы. В августе прошлого года Кировский районный суд Крыма приговорил Делявера Гафарова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Второе обвинение против Ленура Ислямова звучит как подготовка диверсии. Здесь же, вероятно, речь идет о подрыве в ноябре 2015 года магистральных линий электропередач в Херсонской области, по которым подавалась электроэнергия в Крым. Через месяц после этого, в декабре 2015 года, тогдашний российский прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что Ленуру Ислямову предъявлено заочное обвинение в диверсии, уточнив, что расследование дела в российских следственных органах об отключениях света в аннексированном Крыму продолжается. Здесь важно напомнить нашим радиослушателям, что в сентябре 2015 года началась акция «Гражданская блокада Крыма», суть которой сводилась к блокированию грузового транспорта, направляющегося в аннексированный Крым с продуктами и товарами. Организаторами акции были лидеры меджлиса крымских татар, а также, собственно, Ленур Ислямов. В ноябре того же года, по словам организаторов блокады, стартовал второй ее этап — энергетический. Тогда же, в ноябре 2015 года, Управление службы безопасности Украины в Херсонской области заявило, что определило круг лиц, подозреваемых в заминировании и подрыве 2 электроопор линии электропередач, ведущих в Крым. В свою очередь, в Национальной полиции Украины в Херсонской области тогда же в 2015 году отметили, что следствие рассматривает несколько версий подрыва электроопор. По предварительным выводам, их взрыв произошел при помощи боеприпасов. При подготовке к эфиру мы обратились за комментариями к пресс-секретарю службы безопасности Украины Елене Гитлянской, а также представителю Национальной полиции Украины в Херсонской области Олегу Худякову. В обоих ведомствах нам ответили, что плохо помнят детали расследования подрыва электроопор и попросили отправить письменный информационный запрос на ответ на который мы сможем получить минимум через 5 дней. Запросы мы отправим в ближайшее время, ответы на них наши радиослушатели смогут прочитать в новостях на сайте Крым Реалии или услышать в эфире радио Крым Реалии. Ну и, собственно, последнее обвинение ФСБ Крыма против Ленура Ислямова звучит как публичные призывы к нарушению территориальной целостности России. Она состоит аж из 6 эпизодов, и, вероятно, здесь идет речь о многочисленных заявлениях Ленура Ислямова об аннексии Крыма, а также о незаконных действиях российских властей на территории полуострова. А с нами на связи владелец крымско-татарского телеканала АТР, глава общественной организации «Аскер» Ленур Ислямов. Ленур Адамович, добрый вечер, здравствуйте. Да. Вечер добрый. Первый вопрос. Как вы узнали и когда вы узнали о том, что против вас начался судебный процесс по уголовному делу, которое было возбуждено 5 лет назад, в 2015 году? Про уголовные дела я слышал раньше. Вы правильно напомнили, что та самая Поклонская об этом заявляла несколько раз в эфире, но мы не сильно за этим следили. А судебный процесс, кстати, я узнал из крымского дела в Фейсбуке.
Да. Я увидел ссылку, у меня ее стали пересылать журналисты. И я узнал, оказывается, что я даже уведомлен о том, что уже Верховный суд Крыма занимается моей скромной персоной. Но вот дождались, так называемые. Вот читаем статьи, смотрим, да, и диву даешься, прям как в сказке. Всему тому, что они там написали. И поэтому и создание вооруженного формирования, хотя Аскера, и причем незаконного, хотя у Аскера есть полные, там, официальные, все документы на создание, как формирование, которое служит поддержке на админ границы с оккупированным Крымом именно правопорядка. Плюс про подрыв энергоопор я вообще молчу. То есть, сидя в Крыму, они поставили все следственные мероприятия и уже поставили диагноз. Причем самое важное здесь даже не это. Самое важное, кто потерпевшая сторона. Значит, первое, Черноморский флот Российской Федерации. Да? Это где должен быть Черноморский флот и где Украина? Какого перепуга Черноморский флот вообще может быть потерпевшей стороной там, в лице своих этих вице-адмиралов, там, Осипов, по-моему, там. Потом ГУ МЧС Российской Федерации. Откуда ГУ МЧС Российской Федерации может находиться в Крыму? И вообще, каким образом она может быть потерпевшей вообще стороной вообще к энергоопорам? Сейчас отдельно к ним еще вернемся. Или Министерство обороны Российской Федерации. У меня потерпевший стороны Черноморский флот, ГУ МЧС РФ, Министерство обороны, Крымэнерго и какое-то там предприятие БЕК, но это адвокаты лучше знают. То есть такой набор сборной солянки из государственных таких силовиков Российской Федерации, которые незаконно находятся в Крыму. Вот. И поэтому, на самом деле, обвинять в том, что на самом деле я не делал, там, да, мы были на блокаде, все такое прочее, но сам факт, на самом деле, обвинения, это, причем таких мощнейших организаций, которые должны были сидеть в Москве, и все, и там должны были заниматься Москвой или там Камчаткой, то, что на самом деле Россия является. Крым России не являлся и являться не может. И поэтому никаким образом вообще никаких судебных вещей и обвинений в мой адрес быть не может. Поэтому я это назвал судилищем именно, как и те судилища, которые были до этого, как Сервер Мустафаев, как Чайгоз, как дело Мустафы Джемилева. Я думаю, что вы это сейчас будете об этом говорить. Сейчас продолжим еще. Ленур Адамович, мы вернемся, да, и к обсуждению этих тем, и вы затронули тему общественной организации «Аскер», но мне хотелось бы поговорить, потому что пока что у нас такой, по сути, даже эксклюзивный эфир, потому что нету никаких деталей уголовного дела, которое слушается сейчас в Верховном суде Крыма, есть только какие-то формальные, очень сухие заявления и названия статей Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть, и, собственно, когда я подводился к вам, да, и озвучивал тему эфира, то я говорил, что, вероятно, речь идет, потому что есть 3 статьи Уголовного кодекса, одна из них это звучит как диверсия, вторая как создание незаконного вооруженного формирования и собственно, призывы к нарушению территориальной целостности. Вы для себя понимаете, в чем конкретно следственные органы Крыма вас обвиняют? То есть Вы умею я читать то, что они написали? Да, если у вас... мне интересно просто если разбирать это уголовное дело, если у вас материалы, мы, конечно, будем подробнее говорить об этом с адвокатами, и Николаем Полозовым, и Алексеем Ладиным чуть позже, но есть ли у вас понимание конкретно, в чем вас обвиняют? Понимание, конечно, есть, в чем обвиняют, да, потому что я умею читать, поэтому я почитал, на самом деле, обвинительный акт, пока еще не заключение. Я почитал показания потерпевших, мне зачитывали их, адвокат зачитывал, самих дел у меня нет, но, в этом случае, я понимаю, да, и понимаю, что, то есть, призыв к разрушению или нарушению территориальной целостности России, это, я не знаю, здесь мы с утра до вечера все это я... на самом деле, может быть, выделен в этом вопросе, но, поверьте, все граждане Украины, в основном, в большинстве, все за территориальную целостность Украины и против нарушения территориальной целостности Украины. Но ни в коем случае не, на самом деле, не всей России. Пусть Россия живет, как она хочет, в своих территориальных целостных, границах. Но Крым – это Украина, поэтому здесь никакого нарушения
в лице как бы там России как бы быть не могло. Да, России делать нечего в Крыму. Поэтому здесь в самом начале как бы здесь кроется как, там вообще как бы глупость, потому что Россия пусть живет в своей России, а Крым как был украинский, крымско-татарский, так и останется. Поэтому в этой связи, что они могут мне предъявить? Есть санкции международные, которые весь мир утверждает, что Крым это Украина, что Крым украинский. Поэтому пусть почитают международное законодательство. И пусть прочитают те документы, которые Украина подписывала, у России подписывала с Украиной, когда заявляла, что гарантирует безопасность Украины в случае как бы разоружения в процессе ядерного разоружения, на которое пошла Украина. Глупо пошла, конечно. Вот. Но поэтому здесь, то есть они обвиняют тогда Ислямова и должны обвинять все международное сообщество, которое признает Крым украинский. Ну и что касаемо вот, да, ваших заявлений, то, естественно, речь идет, вероятно, о ваших высказываниях по поводу аннексии Крыма и вот незаконных действий российских властей в Крыму. Но вот касаемо вторых двух статей Уголовного кодекса, это вот подготовка диверсий и создание незаконного вооружения. То есть идет ли речь, вот, допустим, если говорить о подготовке диверсии, как вот считает российское следствие, идет ли речь об обвинениях вас в подрыве линий электропередач в Херсонской области в ноябре 2015 года? Ну, в бумагах, которые они написали, да, они, видимо, обладают каким-то таким третьим зрением, каким-то четвертым, где они видели, кто это организатором был, кто это осуществлял. Если мы здесь, на материковой Украине, это не видели на самом деле, как бы, да, они замечательным образом могли сами перебраться через одну границу и сами подорвать эти энергоопоры. Другое дело, что мы официально заявляли, что мы не давали ремонтировать, потому что мы были против. Это да. Мы действительно блокировали ремонт, да, в этом мы можем признаться, потому что мы против поставки электроэнергии в Крым. Потому что там, кстати, в уголовном деле, если там есть, насколько мне адвокаты сказали, есть контракт. Вот самая интересная штука, контракт между властями определенными как бы там России и теми людьми, которые подписывали контракт со стороны нас. Там он как-то так хитро сделан, где Крым называется именно автономный округ, как это называется так, Южный автономный округ России. Там тоже есть в деле, только он там заувалирован, там не написано, что как бы это контракт с юрлицом, какое-то юрлицо, созданное какое-то псевдо-юрлицо, какая-то организация. Вот надо будет в этом разобраться. Юристы пусть посмотрят правильно. То есть, как бы получается, что откуда-то в какой-то непонятной организации поступает электроэнергия. То есть она физически проходит через, получается, админ-границу, через провода, а тут она, оказывается, с Москвы эта электроэнергия поступает прямо в Крым, через территорию Украины. Тоже очень интересно. Поэтому здесь там очень интересно много чего занимательного. Но то, что они там написали, это диверсия, все остальное прочее, это бред полный. Ну, я почему так вот акцентирую внимание на вот именно этой статье Уголовного кодекса, потому что она такая центральная, да, и об этом в том числе говорила российский прокурор, тогдашний прокурор Крыма Наталья Поклонская. И давайте вот тогда вот в прямом эфире ответим на вопрос. Ленур Адамович, занимались ли вы организацией подрыва линии электропередач в 2015 году? Собственно, в чем вас обвиняет ФСБ Крыма, и сейчас вот разбирается суд в Крыму? Знаете, насколько бредовые вообще объясняться с людьми, которые находятся сейчас, бывшие судьи, которые были судьями государства Украины, сейчас стали судьями государства России, то есть давали присягу здесь, присягу там. То есть и комментировать то, что они там заявляют, да, они завтра придут вам, что как бы Фидель Кастро, что вы пришили, как бы тоже вам надо будет придется каяться и доказывать, что почему мы это не сделали, или мы это сделали. То есть, смысл какой? Действительно, гражданскую блокаду делали мы. Это не мы, это те граждане Украины, которым не все равно. Это мы делали. Мы блокировали поставки товаров туда. Да, мы блокировали ремонт энергоопор. Действительно так. В чем они еще нас обвиняют? Там, на самом деле, как бы самое главное здесь те люди, которые стояли за Украину на гражданской блокаде. Все-таки мы задели их, так скажем, Черноморский флот, который там не должен находиться, Министерство обороны и ГУ МЧС Российской Федерации, которые тоже
никаким юридическим статусом в Крыму не могут обладать, потому что это юридические, как бы, военные силовые организации, которые, нарушив международное законодательство и границы Украины как государства, нарушив, находятся в Крыму. И это на самом деле их всех судить надо за то, что они там находятся, а не тех людей, которые блокадой занимались. Те, которые занимались блокадой, это те лучшие люди Украины, которые были там с нами. То есть вот, ну, если вот резюмировать, то нет, вот в ответ нет. Конечно, вы что хотите, что я сделал? Чтобы я явку с повинной вам написал? Что я должен сделать? Или признаться в каких-то там вещах? Нет, я просто вот хочу вот в этой, именно вот в этом эпизоде расставить все точки над «и». Тарас, комментировать то, что делает оккупационная влада, какие-то суды, сложно. Потому что, если вы даже почитаете, вот поговорить с адвокатами, я надеюсь, вы их включите в эфир, и они более все-таки формальную сторону этого вопроса вам распишут. Там даже, вот насколько я вот читал, материал делал, там даже адвокат, я же только Ладина, вот с Ладином договорился, что Ладин будет представлять интересы. А там есть такая госпожа Полуянова, которую выделила государство-оккупант, выделила на основе какой-то субсидиарной какой-то там поддержки, оказывается, меня как Ислямова, потому что у меня адвоката нет, они по закону без адвоката судить не могут. Значит, вот это адвокат Полуянова, которая выделена государством же России, получается, агрессором там, даже она заявила на суде 8 мая. Вот 8 мая уже состоялось первое заседание. Да, о котором я не знал, но о котором я, кажется, был уведомлен. Я на самом деле не был уведомлен, вот заявляю вас в эфире. Ну, бог с ним, с этим делом, да, это не такая ошибка. Вопрос, Полуянова заявляет на суде. Она говорит, в отсутствии обвиняемого, она считает, что как бы это так нельзя судить, потому что обвиняемый, и его нарушаются конституционные права. Даже адвокат, который нанят самим же этим судом, как бы, да, для того, чтобы юридические процедуры были более-менее, как они считают, хотя бы там в рамках оккупационных властей, хотя бы там выглядели приличными, даже она заявляет, вот понимаете, насколько это фарс, что этот суд не может быть легитимным, потому что нанятый адвокат самим этого же государства оккупационного, представляете, какой это когнитивный диссонанс вообще. Ленар Эндемович, а вот что вам известно о расследовании вот этого эпизода по подрыву линии электропередач Службы безопасности и Национальной полиции Украины? То есть к вам как-то обращались, и вы как-то фигурировали? Известно ли вам, что вы фигурировали вот в материалах этих расследований? Потому что нам перед эфиром в Службе безопасности и в Нацполиции ответили, что плохо помнят эпизоды этого расследования, и оно действительно длится уже очень давно, с 2015 года, и как-то оно периодически, конечно, возникает в информационном пространстве, но все-таки находится где-то вот на обочине общественного внимания. Вам что известно о расследовании Службы безопасности Украины и украинскими следственными органами? Я не являюсь украинским следственным органом каким-то или каким-то силовиком украинским. Мы все на блокаде давали показания, ездили, нас допрашивали, мы все давали показания. Все, кто там был, мы все давали показания. Там, тут мы все давали показания. В итоге я не знаю, чем там закончилось. Если вы помните, на блокаде много разных было вещей, потому что все-таки живой это был такой крымский Майдан, я считаю, поэтому такой был живой организм, представители всей Украины были. То есть тогда после допроса на этом контакты по этой истории со Службой безопасности, с Нацполицией у вас вот как бы больше не было? Да, конечно. А вы хотите, чтобы у нас были контакты? Имеется в виду, обращались ли к вам еще следственные органы по этому эпизоду после допроса на блокаде? Нет. И вот вопрос последний, пожалуй, по поводу судебного процесса, собственно, который против вас сейчас длится в аннексированном Крыму, начался в аннексированном Крыму. Вы объявлены в розыск. Вот что вы планируете делать, наблюдать просто за этим судебным процессом? И какие ваши ожидания? Секундочку, как это наблюдать? Мы не какие-то там наблюдатели. Вопрос, мы будем бороться всеми возможными средствами с оккупантом, где угодно. На информационном фронте то, что сейчас у нас позволяет, это он тоже фронт. И вы тоже часть этого фронта. Хотя, может быть, не совсем как нам хотелось бы но тоже часть фронта. Вопрос другой.
адвокаты, которые там находятся, они тоже делают героические вещи. Они ходят, общаются, им вынуждены общаются, и там их вынуждены терпеть, потому что совсем они уже там пока еще как бы там не могут себе позволить, совсем уже там режим Пиночета включить. Но и они ходят, и они как минимум протоколируют все вот эти вот фамилии этих людей, этих судей, этих прокуроров, всех тех, кто считаешь, как были запротоколированы по Ришату Аметову все эти прокуроры, все равно это становится явным. Все эти документы все равно нам передаются, как бы хотели, не хотели. И вот тут уже это не крымский какой-то Верховный суд, состоящий из предателей, а именно международные суды будут именно давать оценку тому, что происходило и происходит сейчас в Крыму. Поэтому материалы нам нужны, поэтому Ладин там будет, поэтому Николай Полозов, там им честь и хвала, потому что они делают огромную работу. Я один из тех, кто вот кого там преследует Крым. Один из. Нас очень много. Сервер Мустафаев, который сидит сейчас в ростовской тюрьме. Зикирьяев. Там с большущими семьями, Тарас, кому как тебе не знать, потому что ты с ними брал их интервью и даже сопровождал из судов и в суды, и знаешь их семьи, даже многих детей их знаешь, потому что это огромная трагедия для всего народа. Поэтому мы те, которые можем отсюда бороться, мы каждый день этим занимаемся, как бы высокопарно это ни звучало. И даже как бы государство Украины, внутри Украины не менялся бы вектор там вот от слов как бы там мы победим и будем делать парад в Севастополе и в Москве, до слов там не будем стрелять, давайте перестанем стрелять, мы все равно остаемся на векторе, что мы будем двигаться в Крым. Вот, Ленур Адамович, случае, да. большое спасибо вам за комментарии, за то, что включились к нам в эфир. Я напомню нашим радиослушателям, что это был владелец крымско-татарского телеканала АТР, глава общественной организации «Аскер» Ленур Ислямов. А сейчас мы, собственно, переходим к разговору с адвокатом Алексеем Ладиным, адвокатом Ленура Ислямова, и будем говорить про уголовное дело против Ленура Ислямова. Алексей, добрый вечер. Слышите ли вы нас? Добрый вечер. Да, я вас слышу, только не против, а, собственно, за. Да. Алексей, вот ваш подзащитный Ленур Ислямов уже немножко вот приоткрыл, собственно, в чем именно обвиняют его в Крыму. Давайте вот расскажите нам, пожалуйста, и речь идет о 3 статьях Уголовного кодекса, потому что по состоянию на сегодняшний момент мы пока что знаем только название уголовных статей, по которым обвиняется Ленур Ислямов, и больше ничего. То есть о каких именно эпизодах идет речь и из чего состоит уголовное дело против вашего подзащитного? Так, еще раз добрый вечер. Хотел бы начать с самого начала. Вообще довольно симптоматично и показательно то, что сам Ленур Ислямов и, собственно, защита о том, что уголовное дело в отношении него ведется, хотя оно возбуждено в 2015 году, узнали только, получается, 12 мая 2020 года, то есть когда было первое судебное заседание по существу. 5 лет спустя. Да, фактически 5 лет спустя. Уголовное дело довольно объемное, соответственно, в настоящий момент защита изучает его и анализирует. Хотел бы вот о чем сказать с самого начала. То есть для того, чтобы формализовать обвинение и заочный судебный процесс в отношении Ленура Ислямова, обвинению необходимо было каким-то образом подтвердить документами о том, что он якобы уведомлялся о возбуждении уголовного дела, об обвинении, его объявляли в розыск. Раньше у него в городе Москве была собственность и, собственно, была регистрация. И исходя из материалов уголовного дела, вот, собственно, по этой регистрации все документы ему и присылались. И формализм вообще ситуации заключается в том, что Ислямов довольно публичная личность, да? И не найти его гораздо сложнее, чем найти. Тем более, что он объявлен в розыск. Вот нет, так я к этому и веду, что если бы Федеральная служба безопасности реально хотела уведомить его о возбуждении уголовного дела, о предъявлении обвинения, о том, что они его разыскивают, то, что собираются объявлять в розыск, то никаких, собственно, проблем-то в этом бы и не было. Ну, то есть, человек публичный, да, существуют там, не знаю, аккаунты в соцсетях, там, какие-то через межгосударственные связи, его можно было без всяких проблем уведомить. Однако, ФСБ, на мой взгляд, было выгодно провести предварительное следствие, что называется, по-тихому, для того, чтобы защита
реально не работала, реально не противодействовала, реально не показывала то, что находится в материалах дела, то, что, собственно, творится. И результат, собственно, уголовное дело уже находится в суде, и только сейчас мы начинаем знакомиться с материалами дела. И то не со всеми, к сожалению. Да, но вот за эту неделю, с 12 мая, сегодня у нас на календаре 19, что стало известно про это уголовное дело? Ну, как минимум, мы с вами, Алексей, связывались до эфира, и вот вы рассказывали достаточно интересные детали этого уголовного дела. Ну, вот если можно все-таки озвучить какие-то детали того, о чем идет речь в этом уголовном деле. Ну, прежде всего, моего подзащитного обвиняют в создании и организации незаконного вооруженного формирования, ну, которое, по мнению ФСБ, является незаконным как на территории Российской Федерации, так и на территории Украины. Насколько мне известно, и есть документальное подтверждение, АСКЕР, да, это общественная организация, которая официально зарегистрирована на территории Украины, которая имеет свой устав, имеет свои цели и задачи, собственно, выполняет определенные функции, взаимодействует с государственными органами. И все эти документы, конечно же, будут представлены в суд. Если бы защита раньше вошла, то есть на стадии предварительного следствия, то у меня есть ощущение, что, представив эти документы, ну, то есть, исходя из справедливости, да, уголовного преследования, данные статьи Уголовного кодекса можно было, собственно, прекращать. Но хочу сказать, что Ленура Эдемовича обвиняют в участии и в организации вот этого незаконного формирования и подтверждают в том числе рядом обвинений и рядом уже состоявшихся приговоров в отношении отдельных лиц, которых так или иначе обвиняли в участии в этом незаконном вооруженном формировании. Некоторые признавались по каким-то причинам, я могу только предположить. Некоторые не признавались в этом. Тем не менее, в уголовном деле существуют копии около 6 или 7 обвинительных приговоров. Если мне удастся, то есть нам, защите, удастся доказать, что это обвинение беспочвенно, то возникнет большой вопрос по всем тем уголовным делам, которые уже были проведены, и возможность их пересмотра. А что касается вот обвинения в диверсиях, то речь идет о все-таки событиях ноября 2015 года, а именно подрыве линии электропередач, я правильно понимаю? Да, совершенно верно. Но насколько я изучил материалы уголовного дела, фактически прямых доказательств того, что то есть в материалах уголовного дела нет. Существуют какие-то, как скажем, как бы это правильно сформулировать, не то что косвенные доказательства, то есть высказывания Ислямова, которые прозвучали где-то в средствах массовой информации, подвергаются своеобразной трактовке. Плюс существуют, как обычно, секретные свидетели, либо люди, которые попросили государственную защиту в обмен, то есть пошли на сделку в обмен на какие-то там определенные свои преференции. Ну и, собственно, они и дают показания на Ислямова вот по поводу совершения организации, совершения этой диверсии. То есть в настоящий момент каких-либо объективных доказательств, которые бы подтверждали, вот да, действительно, там, Ислямов там совершил то-то, то-то, вот здесь-то он набрал взрывчатки и организовал, после чего эти опоры были подорваны, в уголовном деле нет. А будут ли в этом судебном процессе, который только начался, и кто будет фигурировать в этом судебном процессе как свидетель, потерпевший, как будет слушаться это дело в суде? То есть, собственно, кто будет выступать в суде, помимо обвинителя? Ну, свидетелей масса, несколько десятков человек, которые будут свидетельствовать в сторону обвинения по всем статьям, по которым обвиняют Ленура Эдемовича. С ними будем, так скажем, будем работать по ходу судебного заседания, потому что, исходя из моей практики адвоката, то, что свидетели говорят на стадии предварительного следствия, вернее, то, что записано в протоколах следователя ФСБ,
и то, что они поясняют в ходе судебного заседания, зачастую земля и небо. Могут, если они подтверждают то, что они говорят на стадии предварительного следствия, могут сказать общими фразами, но сформулировать так, как это сформулировано на допросе, зачастую у меня возникает уверенность, что формулировал, собственно, следователь юридическим языком, свидетели не могут. Что касается потерпевших, то в связи с тем, что обвинение полагает доказанным, что именно Ислямов организовал и совершил подрывы мачт электропередач и тем самым нанес энергетический ущерб ряду компаний Крыма, то потерпевшими там является ряд организаций. Основным потерпевшим является Крымэнерго, имущественный иск, который предъявляется к моему подзащитному, порядка 1 миллиарда 96 миллионов рублей. Ого. То есть это, да, это самый крупный иск. Есть более, так скажем, мелкие иски на 5 миллионов, на 4 миллиона, иск МЧС, иск ряда коммерческих организаций, иск от севастопольских организаций. Но вот такой основополагающий большой иск — это вот Крымэнерго. На самом деле за более чем 20-летнюю свою адвокатскую практику я такого иска в рамках уголовного дела, там, да и в арбитраже не видел. Речь идет об 1 миллиарде рублей. Вот еще раз повторю нашим радиослушателям. Я бы сказал, речь идет почти о 2 миллиардах рублей. Мгм. Если я правильно посчитал нули, извините, у меня гуманитарное образование, ну то есть, нет, 1 миллион 96 миллионов, да, совершенно верно. Алексей, очень коротко, буквально 1 минуту. Как будет развиваться судебный процесс? Ваш подзащитный в Киеве, вы в Крыму. Что планируется в ближайшее время в рамках судебного процесса? Значит, 25 числа, 25 мая будет продолжение судебного заседания по существу. На самом деле, что именно было в первое судебное заседание защите еще неизвестно, так как с протоколом судебного заседания не ознакомлены. Но защита сформирует свою позицию, в том числе в письменном виде, по поводу нарушений прав моего подзащитного на предварительном следствии. И, собственно, будем бороться. Большое спасибо. Большое спасибо. Это был адвокат Ленура Ислямова Алексей Ладин из Крыма. А с нами на связи адвокат Николай Полозов. Он защищает лидера крымско-татарского народа Мустафу Джамилева и главу Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Против них в апреле и в мае этого года, вот буквально пару месяцев назад, также были возбуждены уголовные дела. Николай с нами на связи. Николай, добрый вечер. Здравствуйте. Единственное, я хотел поправить, что касается дела Ленура Ислямова, то ему вменяются некие действия, которые были совершены на территории Украины, в том числе подрыв опор, создание незаконного вооруженного формирования. И в этом деле мое адвокатское объединение украинское «Полозов партнеры» представляет интересы Ленура Эдемовича в коммуникациях с украинскими органами власти, потому что по этому делу мы будем собирать доказательства защиты. И глупая история, когда россияне пытаются, значит, указать, что Ислямов что-то делал на территории Украины. Пускай компетентные органы Украины дадут соответствующее заключение, мы их представим в суд. Делал ли это Ислямов, делал ли кто-то другой, было ли это вообще. Вот, поэтому в этом смысле я также представляю его интересы. Да, вот, собственно, вы опередили мой вопрос, потому что я вот хотел вас спросить вашу позицию по судебному процессу, который начался вот 12 мая, и, собственно, находите ли вы связь здесь с началом судебного процесса против Ленура Ислямова и с уголовными делами против Мустафы Джамилева и Рифата Чубарова, которых вы защищаете? Потому что, ну, если говорить все-таки, да, и в том числе о позиции следственных органов Крыма, то так или иначе на гражданской блокаде Крыма в 2015 году были и Ленур Ислямов, и Мустафа Джамилев, и Рифат Чубаров. И вот, собственно, сейчас, 5 лет спустя, мы наблюдаем вот такую картину, когда 3 человек становятся фигурантами этих уголовных дел и разбирательств в аннексированном Крыму.
Но я могу сказать так, что эти дела фактически возбуждались в период 2014-2015 года. Они расследовались тогда, соответственно, и органами ФСБ, и Следственным комитетом. После этого где-то, наверное, весной 2016 года все эти дела были приостановлены. И вот сейчас, в конце марта, а именно в один день, 26 марта 2020 года, все 3 дела были возобновлены. Я, честно говоря, не верю в такие совпадения, что дела, которые находятся в производстве разных органов следственных, у разных следователей, вдруг внезапно по какому-то наитию возбуждаются, значит, к производству в один день. То есть совершенно очевидно, что была дана указивка сверху, какой-то приказ реанимировать эти дела, которые находились в таком спящем режиме, и, соответственно, продолжить по ним уголовное производство. Почему именно сейчас? Ну, на мой взгляд, это обусловлено прежде всего острой политической реакцией российского руководства на действия крымских татар, лидеров крымских татар. В частности, на мой взгляд, триггером служило заявление Рифата Чубарова о марше на Крым, который должен был состояться в начале мая. По понятным причинам из-за пандемии коронавируса это мероприятие не состоялось, но механизмы следственных органов уже были запущены. И останавливать их никто команды не дал. Было видно непосредственно в Крыму после этого заявления о марше, что по отношению к активистам гораздо больше внимания, усилена слежка. Я это видел, когда приезжал на судебные процессы по делу Виджие Кашка. То есть для российской власти это было очень чувствительно, и это, по всей видимости, послужило причиной активизации этих уголовных дел. Николай, что мы увидим вот в ближайшее время по этим уголовным делам, и в том числе по делу Ленура Ислямова? То есть услышим ли мы приговоры по этим уголовным делам, и как будут действовать вот в случае с Ленуром Ислямовым судебные следствия, а в случае с Мустафой Джемилевым и Рифатом Чубаровым пока что следственные органы? Ну, что касается дела Мустафы Джемилева, то следствие по нему завершилось. Защита уже ознакомилась с материалом, и дело сейчас находится у прокурора, который будет подписывать обвинительные заключения и определять подсудность, в какой районный суд будет направлено. Что касается дела Рифата Чубарова, то сейчас мы находимся в стадии обжалования отказа следователя допустить меня в качестве защитника Рифата Чубарова. Я думаю, что либо в конце мая, либо в начале июня Киевский районный суд Симферополя рассмотрит соответствующие жалобы. Но в целом совершенно очевидно стремление российских органов власти получить какие-то судебные решения, проштамповать их и демонстрировать, в том числе на международных площадках, значит, какие нехорошие лидеры крымских татар, как они не заботятся о своем народе, что они плохого сделали и так далее, и так далее. То есть всячески их дискредитировать на международных площадках для того, чтобы поддержка крымских татар, поддержка Украины, в том числе по вопросу деоккупации Крыма, планомерно снижалась прежде всего со стороны стран Запада. Николай, большое спасибо вам за предметный комментарий. Это был адвокат Ленура Ислямова, еще один адвокат Ленура Ислямова, и адвокат Рифата Чубарова и Мустафы Джемилева Николай Полозов с нами на связи. А к нашему разговору подключается крымский политолог Евгения Горюнова. Евгения, добрый вечер. Евгения, слышите ли вы нас? Да, добрый вечер. Вот у меня такой вопрос первый к вам. Ваш предыдущий спикер, адвокат Николай Полозов, сказал, вот, что наблюдается тенденция по реанимированию политических уголовных дел против крымских татар. С чем вы связываете, собственно, вот эту тенденцию реанимировать эти уголовные дела, и почему крымские власти в аннексированном Крыму сейчас, вот, скажем так, достали из ящика эти уголовные дела? Вы знаете, мне кажется, что сейчас в Крыму идет целенаправленная политика по разделению крымско-татарского народа. То есть на таких хороших татар, да, то есть лояльных к российской власти Крыма, это очень чувствуется по определенным и назначениям, и по социологическим исследованиям, и на нехороших татар, да, которые вот
В основном это, конечно, лидеры Меджлиса, которые переехали на материковую Украину, или не переехали, остались, ну, каким-то образом, вот они поддерживают связь с теми, кто переехал. И вот таким образом обязательно нужно показать, что вот эти нехорошие, да, в российском понимании крымские татары, они как раз действуют во вред Крыму, безусловно, поэтому против них уголовные дела. Если не возобновить, то есть заново начать эти уголовные дела, обязательно их осудить, то есть иметь определенное решение, таким образом демонстрировать, что вот видите, российская власть, она вот, ну, скажем так, да, вот преступника в ее понимании она будет наказывать, тем более, да, что касается Ленуры Ефремова, например, то для российской власти, это же человек, который организовал блокаду Крыма, ну и, соответственно, да, с всеми вытекающими последствиями для крымской экономики, крымчан и прочее. Поэтому обязательно крымская власть должна, российская крымская власть, должна показать, что они не дремлют, что они обязательно всех накажут, пусть заочно, как угодно, но тем не менее у них будут эти уголовные дела. Возможно, что, кстати, в некотором случае эти уголовные дела потом будут использованы и для решения некоторых имущественных вопросов, да, там, с конфискацией, например, ну и так далее. А если вот остались какой-то там бизнес или что-то еще, тоже можно будет решить этот вопрос в пользу местной власти, ну и так далее. То есть тут целый комплекс вот таких вопросов, связанных прежде всего с тем, что, повторюсь, да, разделить крымских татар на хороших, лояльных. А получается ли местным властям в Крыму вот эта политика, как вы говорите, по разделению крымских татар на хороших и плохих, по вашим наблюдениям? А вы знаете, частично, я не могу сказать, что она удается, потому что очень сложно наблюдать за тем, что реально думают люди. Ну, по крайней мере, по некоторым высказываниям, да, ну, которые с самого начала 2014 года были лояльны, да, они стали еще более лояльны. Что касается народа, я не думаю, что он стал более лояльным к российской власти, хотя некоторые исследования социологические, которые показывают, я не знаю, насколько им можно доверять, показывают, что это не российские, это исследования, которые проводились там представителями западных якобы структур и так далее, но они опубликованы, о том, что, в принципе, ну, крымские татары не высказывают такого резкого недовольства. Хотя, с другой стороны, мы понимаем, а какое может быть резкое недовольство в условиях оккупации? Да, это однозначно сразу тебя на карандаш, и ты сразу становишься, в силу того, что ты крымский татарин, ты уже потенциальный преступник, а тут, если ты еще высказал недовольство, ты будешь еще более, да, вот, таким, к тебе будет еще, за тобой будет еще более пристальное наблюдение. Поэтому очень сложно говорить о том, насколько крымские татары, да, становятся лояльнее. Вот, но, тем не менее, политика такая однозначно ведется. И российская власть старается всяческим образом, да, ну, это традиционно еще римский принцип «разделяя власть». Да, разделить народ и потом, соответственно, направлять его туда, куда будет нужна власть. Большое спасибо вам, Евгения. Это была Евгения Горюнова, крымский политолог. И говорили мы сегодня в прямом эфире, в вечернем эфире радио Крым Реалии об уголовном преследовании против владельца крымско-татарского телеканала АТР в аннексированном Крыму.